А школы и детские сады республики ждут более 900 учителей и воспитателей. В Якутске прошла ярмарка педагогических вакансий. Принимали участие в ней представители образовательных организаций из 29 районов республики и городских округов. В каких учреждениях все еще остается актуальной проблема дефицита кадров, узнавала наш корреспондент Светлана Федорова. Более 900 вакансий для педагогов. В этом году их как никогда много. 70% вакансий предоставлены сельскими школами. Там не хватает учителей иностранных языков, математики, информатики, физики и химии и начальных классов. Работодателям действительно есть что предложить. Очень многие у нас получают субсидии на строительство жилья, работают в Сунтаре, а строятся в городе, покупают квартиры. В этом году обещают оплатить проездные, подъемные будут с этого года. Это радует. Этого не было уже ряд лет. Тем не менее, все еще остается актуальной проблема дефицита педагогических кадров в северных районах. Нарьяна Васильева ищет работу учителя начальных классов. На ярмарке подходящие ей вакансии представили только арктические районы. А на север Нарьяна совсем не стремится. Кажется, будто слишком далеко. Перелет все равно больших денег стоит. Обратно тоже нужно приехать к родным, все равно. Очень сложно, наверное, будет. Для решения этой назревшей проблемы нехватки учителей со следующего года в Якутии заработает федеральная программа «Земский учитель». По ней единовременную выплату в 1 миллион рублей получат педагоги, которые переедут работать в небольшие села. К земскому учителю примкнут и другие программы. Это учитель для России, инициировано, значит, нашим Сбербанком. Будут направлять учителей центральных районов к нам, в Якутию. И там будет денежное вознаграждение. Они хотят, в общем, они недавно приезжали к нам, представители Сбербанка, и, в общем, они изучили наши малокомплектные школы и хотят обеспечить в одной школе 2-3 учителя сразу, чтобы они приезжали сюда бригадами и сразу работали. Молодые кадры жизненно необходимы практически во всех школах. В этом году порядка 1000 студентов получили педагогическое образование. На сегодня из них более 600 трудоустроились в образовательные организации республики. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск.